И такое случается. Ты работаешь более усердно, увеличиваешь объемы производства, а выручка в денежном выражении падает, прибыль снижается. В такой ситуации ведущие предприятия группы ТАИФ, крупнейшего холдинга России и Татарстана, работают с 2019 года. Несмотря на рекордные показатели по выработке этилена и полиэтилена, и Казаньоргсинтез, и Нижнекамск нефтехим, увы, не могут похвастаться такими же рекордными результатами по доходам и чистой прибыли. Более того, по итогам 6 месяцев этого года ситуация стала еще хуже из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, в сложных условиях компании, входящие в группу ТАИФ, сохранили работоспособность и коллективы, продолжают наращивать объемы производства. Об этом Рустаму Минниханову доложили в ходе видеосовещания по результатам годовых общих собраний акционеров в группе компаний ТАИФ. В таких сверхсложных, серьезных условиях группа ТАИФ в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства как перед бюджетом, своими работниками и деловыми партнерами. И на текущий момент все платежи и работы осуществляются по докризисным графикам. Развиваться и наращивать объемы, невзирая на обстоятельства. В таком режиме работал Казаньоргсинтез весь прошлый год. Серьезное снижение цен произошло и на полиэтилен, и на поликарбонат. В 2020 году негативные тенденции усилились, доложил генеральный директор компании Фарид Минигулов. Но несмотря на падение выручки и прибыли, Казаньоргсинтез сохранил штат. Объединение в полном объеме выполняет свои социальные обязательства, реализует масштабные проекты по модернизации производства. На финансирование объектов капитального строительства, а также на замену и обновление оборудования в 2019 году было направлено 12 миллиардов 618 миллионов рублей. На заводе этилена введены в эксплуатацию 4 печи пиролиза, производительностью 72 тонны в час. Также продолжились работы по модернизации цехов с целью увеличения выработки этилена, используя в качестве сырья пропан. Президент Татарстана Рустам Минниханов внимательно выслушал доклады всех руководителей предприятий группы ТАИФ и пожелал сохранять присутствие духа и оптимизм. Кризис у нас не первый раз, мы все эти проблемы находили решение. Главное сохранить существующее производство, сохранить персонал, специалистов и продолжить ту стратегию дальнейшего развития инвестпроектов группы компаний ТАИФ. Один из таких стратегических проектов – строительство нового олефинового комплекса ИП-600. Как рассказали Рустаму Минниханову, реализация его идет строго в соответствии с ранее утвержденными графиками и планами. Недавно прибыло и было установлено самое габаритное и крупнотоннажное оборудование. Всего же амбициозная инвестиционная программа по группе ТАИФ до 2030 года предполагает инвестиции в объеме более 1,5 триллиона рублей. Чтобы планы удалось воплотить в реальность, мало усилий только группы ТАИФ. Нужна федеральная поддержка, в том числе изменения в налоговом кодексе России, которые позволили бы стимулировать инвестиции в нефтехимические проекты. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку в решении особо важных и значимых вопросов для предприятий, в числе которых введение обратных акцизов на переработку сук и изопрена, введение антидемпинговых ввозных таможенных пошлин по импорту пластиков и простых полиэфиров, внесение изменений в закон о СПИК и СЗБК в части установления стабилизационных оговорок по всему налоговому окружению предприятий, расширение региональных мер государственной поддержки, введение инвестиционного налогового вычета и увеличение сроков льготы по налогу на имущество до 13 лет для крупных инвестиционных проектов. Сегодня имеет смысл все-таки очень основательно, серьезно, совместно работать с теми, кто уже показал результат, у кого есть возможности, у кого есть потенциал. Мы ожидаем, что законодательные эти инициативы позволят нам дополнительно раскрыть имеющийся потенциал нефтегазохимических предприятий Республики Татарстан. От этого будет только всем хорошо, республике, Российской Федерации, но и нашему трудовому коллективу в частности. Хотел бы поблагодарить руководителей предприятий группы, акционеров, ну и самое главное, трудовой коллектив за ту эффективную работу, которую вы проводите. Пожелать нам успешной работы. Вот было сказано, что без серьезных мер федеральной поддержки, конечно, нам сложно будет победить. В этот же день состоялось первое заседание нового совета директоров АО ТАИФ, в котором также принял участие Рустам Минниханов.
Президент Татарстана еще раз подчеркнул огромную роль компании в экономике республики. Сегодня на группу ТАИФ приходится около 20% промышленного производства, более 1/3 в сольдированном финансовом результате и 15% всех инвестиций в Татарстане. В этих условиях, с учетом непростой ситуации из-за пандемии, должность председателя Совета директоров компании приобретает особое значение. По предложению президента Татарстана председателем Совета директоров компании избран многоопытный и авторитетный управленец, главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабуддинов. Должность председателя Совета директоров, она очень важна. Человек должен быть авторитетный, опытный, достаточно жесткий, требовательный. Поэтому мое предложение председателем Совета директоров ТАИФ рекомендовать Альберта Кашаровича Шигабуддинова, человек энергичный, опытный, требовательный. Прошу поддержать данную кандидатуру и проголосовать. Кто за? Воздержались, против? Альберт Кашарович, решение принято. Мы поздравляем вас. Заместителем председателя Совета директоров избран Рустем Сультеев. Рустем Нургасимович вместе с Альбертом Кашафовичем многое сделал для становления и развития группы ТАИФ. Долгие годы возглавлял Совет директоров, отвечал за производственно-коммерческую деятельность. Он и сегодня занимает ключевую позицию в группе компаний ТАИФ. Я бы хотел, чтобы вы эту работу продолжили. Подтверждены полномочия генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабуддинова. Как заверил президент Татарстана, новый председатель Совета директоров ТАИФа Альберт Шигабуддинов, компания в полном объеме сохранит все взятые на себя социальные обязательства, оставаясь верной своему неизменному слогану «Сила во благо». Самое главное у нас люди, да, если мы не сможем обеспечить достойный уровень жизни, зарплаты, материальное благополучие всех людей, не только у нас работающих в группе компании, но и у нас, которые работающие в республике, страны, то добиться результатов практически невозможно. Я думаю, это будет тоже стоять как одним из главных первой строка той задачи, той стратегической программы, которая реализуется уже сегодня. Тимур Бекмурдин, Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.